Участок земли может взять любой желающий гражданин, проживающий на территории республики, под любой вид деятельности, не противоречащий законодательству. Приносить пользу в каком бы то ни было виде, да, то есть будь это сельское хозяйство, будь это индивидуальное жилищное строительство, то есть это только будет на благо людей и на благо района. В Нерюнгринском районе жители поддерживают данный законопроект, который подписал в мае президент России. Это хорошо, что раздают земли, тем более бесплатно. Пожилым людям очень хорошо. Будут заниматься своим хозяйством, посадками будут заниматься, огородами. Это замечательно, по-моему. Ну, хоть какое-то развитие будет, наверное. Что-то какое-то будет для блага людей, наверное, мне кажется. Стоят земли полностью не заняты. Приедет нормальный умный человек, что бы ему не дать. С большим переживанием к данному законопроекту отнеслись жители села Иенгра. Обеспокоены этим, потому что, например, если у нас у 20 общин земли оформлены, то для оленеводов МУП «Золотинка» земель оформленных как таковых нет. И мы боимся, что наши оленеводы, хозяйства нашего, могут остаться вообще без оленьих пастбищ. Но переживания эти напрасны, ведь территории выдачи земли строго ограничены законом, в котором указано, что выдаваемые участки находятся в отдаленности от районного центра на расстоянии 10 километров. Земли национальных общин защищены законом. Потому что 7 статьей федерального закона предусмотрена одна из причин для отказа в предоставлении земельного участка, то есть наличие земель малочисленных народов Крайнего Севера. Впереди есть еще время привести документы своих земельных участков в порядок. Это касается не только жителей села, но и собственников дачных участков. Если в документах не указаны границы, то эта земля может попасть под выдачу 1 гектара. Получить этот земельный участок в собственность бесплатно, но имея на руках какой-либо документ, человек спокоен, понимаете, что у него есть документ на землю, все, то есть я ничего больше не должен оформлять. А законодательство меняется, требования постоянно меняются, и уследить за ним очень сложно. Но каким образом будет проводиться процедура выдачи 1 гектара? Ведь оформление земли всегда было сложной процедурой. В данном законопроекте получение земли упрощено. Участок выдается безвозмездно. Претендент должен написать заявление соответствующей формы, предоставить схему запрашиваемого участка и документы, удостоверяющие личность. Сроки оформления всех документов займут чуть меньше месяца. Такая процедура не только даст возможность построить дом своей мечты, но также развивать бизнес на территории Нерюнгринского района. Я считаю, конечно же, дальневосточный гектар будет востребован на территории Нерюнгринского хозяйства. И не только для развития сельского хозяйства, но и, я считаю, для развития туризма. Но в законопроекте есть свои ограничения. Выданный участок нельзя передавать иностранным гражданам и предприятиям, а также компаниям, доля в которых принадлежит зарубежным инвесторам. А жители других регионов России смогут получить 1 гектар в 2017 году. Потому что нам-то нужно привлечение сюда народа, чтобы сюда приехала молодежь, чтобы сюда приехали те люди, которые знают, как строить бизнес. Многие задаются вопросом, почему Нерюнгринский район стал пилотным проектом. А дело в том, что на сегодняшний день земли на территории района разграничены и имеют всю необходимую документацию. Преимущество Нерюнгринского района в том, что все земельные участки учтены и имеют кадастровые паспорта. В отличие от других муниципальных образований нашей республики, где еще ведется только работа по составлению кадастровых паспортов своих территорий. У нас эта работа уже сделана. Нерюнгринский район сегодня полностью готов к выдаче 1 гектара земли. Инстанции, отвечающие за выполнение данного законопроекта, разрабатывают систему выдачи земли, как прописано в законопроекте. И с первого летнего месяца начнется новый этап освоения территории Южной Якутии. Игорь Акимов, Надежда Акимова, Семен Амосов для программы «День за днем».